кучка старых предателей, манкуртов, называющая себя Советом Тейпов. Она себя наделила такими полномочиями. Их охраняют сотрудники этих ублюдочных систем ФСБ и МВД. И они совместно отрезают от народа, кого хотят, отрезают от Тейпа, заставляют отречься от семьи. То же самое было и в то время. Сегодня вот эти вот твари называют, говорят, что они, видите ли, за народ. За какой ты народ? Ты за какой конкретно народ? Знаете, что Совет Тейпов говорил? Ты, говорит, не знаешь, это, говорит, паровоз идет такой, сильный, говорит, паровоз. Нужно, говорит, тут заднюю включить, они говорят. Надо заднюю, говорит, включить. Хорошо, если тебе Путин подойдет и скажет, раком стань, потому что он паровоз, и отдай мне свою жопу, ты же ему отдашь. Я просто вам вот так объясняю, потому что по-другому не понимаете. Вы поэтому говорите, вы еще про мужество говорите, там, про честь, про достоинство. Как наши предки говорили, силен не тот, кто там кого-то поборет, да, а тот, кто во имя справедливости, да, выходит против того, кто сильнее его. А вы против того, кто сильнее вас, вы не уходите. Вы ему прям зализываете все. Понятно? Вы нападаете на слабых. Да, вы нападаете на слабых. Вы нападаете на слабозащищенные слои населения. Вы взяли все ветви власти в свои руки и манипулируете тем, что вы старше. Плевал я на вас, понятно, на вас, манкуртов. Плевал я на вас, понятно, нет. Я вас не уважаю, потому что вас уважать не за что. Почему? Потому что предателей не уважают. Ты предатель, ты не старейшина. Ты говоришь, когда к тебе в дом заходят, ты говоришь, нет, ты не знаешь, это паровоз, такой сильный паровоз идет. Отдай ему все, что хочешь. Вот ты отдай свою жену, отдай, свою мать отдай, свою дочь отдай, свою жопу отдай. Хотя ты свою жопу отдал, раком перед ними стань, только за народ не говори. А вы как делаете? Вы говорите, они сильные, мы их не сможем, это вы говорите, победить, да? При этом вы раком стоите, а жопу чужого народа отдаете. Потом на народ говорят, вот они такие, сякие и так далее, и так далее. Открываете вот такие вот пункты, сейчас я покажу, да, посмотрите. Контракт на военную службу. Адам Мамилов часто общается со срочниками. Если у тех бывают вопросы, то охотно отвечает. О своем решении старшина ни разу не пожалел. Я пошел добровольно, потому что это долг как-никак, не знаю. Отдал свой долг, приехал домой. 6 раз был в Сирии, 2 раза в Украину, как я еще раз говорил. Да, багаж был. Видели, да, пункт какой открыли? Призыв. И вот этот 40-летний мудак, который там был, с бородкой, без усов, я не понимаю, чем, как вообще, у вас понятия есть какие-то?